Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Элайф. И сегодня мы продолжаем традицию нашу, адвент-календарь Таро. И смотрим, какой у нас будет сегодня следующий расклад для вас. Сейчас мы откроем, и будет наверняка какой-нибудь сюрприз, потому что, каждый раз темы совершенно неожиданные. И каждый раз я все думаю, как же так? Почему тема такая именно возникла у человека, который составлял этот великолепный календарь раскладов. Хорошо, давайте открывать. Что там у нас, да? А у нас в квартире газ. Так, тут у нас что было, значит? Тут у нас было... Вот, по-моему, здесь было, да, выше я. Так. По-моему, следующий этот, да? Следующий этот. Потому что мы с вами вот этот делали до этого, да, расклад. И вот сейчас этот у нас. Хорошо. Давайте смотреть, какая тема, какие вопросы, да? Значит, насколько вы здоровы? Каково ваше текущее состояние здоровья? Это может положительно на него влиять. Вторая карта, да, третья отрицательное влияние. Четвертое, должны ли вы что-то изменить? И пятое, вот так вы будете себя чувствовать, если сделаете что-то для своего здоровья. Хорошо, в принципе, неплохая тема, я считаю. Давайте тогда сейчас убираю наш календарь и будем смотреть на секретном Таро. Все раскидала. На секретном Таро нашу эту тему про здоровье, значит, диагностика здоровья. 3 позиции, 3 карты будет у нас. Давайте смотреть. 3 позиции, 3 карты. Итак, я выкладываю 3 варианта. И вот так вот у нас, значит, сегодня будут новые камушки. Я сегодня купила 15 камней. Это вообще что-то было с чем-то. Сегодня был шопинг такой интересный. Вот, поэтому давайте сейчас вот новые 3 камня рассматривать, да. Вообще, я сегодня планировала сделать именно агаты. Вот у меня новые 3 агата, но они все очень интересные. Вот тут у нас, значит, с вами вот такой агат, именно зеленый, сине-зеленый такой интересный. Вот такой, значит, вторая позиция у нас будет вот такой вот белый агат. И третья позиция красный. Вот такой вот темно-красный агат, видите? Такой интересный прям. Такие полоски у него. Вот 3 агата, 3 позиции, да? Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Насколько вы здоровы, диагностика здоровья. Вы выбираете карту и узнаете про свое здоровье. И мы начинаем с самой первой карты. А остальные я сейчас убираю в сторону. Надеюсь, что все выбрали, да? Вы помните, всегда у нас. Вы можете открыть видео в любой момент, да? В любой момент, когда вам это будет необходимо. Потому что многие люди, вот я выпускаю, допустим, там на школе Таро расклады, и они жалуются в итоге. Что вот как так? Почему вы уже выпустили видео на январь? Но вы же можете смотреть, когда вам больше нравится, да, а не прямо сейчас этот январь. То есть вот и тут то же самое. Если вас сейчас интересует здоровье, вы его смотрите, да, диагностику. Если не интересует, что ж, как говорится, смотрите, когда вас это заинтересовало. Итак, значит, наша первая позиция, наш первый вот такой интересный агат. Какой-то синий-зеленый такой, да. Вот так вроде бы фокусируется. Камни вообще потрясающие, конечно, вообще интересные такие. Итак, значит, первая карта
это как раз-таки каково ваше текущее состояние здоровья. То есть вы выбираете карту, и она отражает ваше здоровье. И мы здесь видим туз мечей. Туз мечей. Ну, смотрите, что-то как бы встает какой-то вопрос по вашему здоровью. Бывает, человек по тузу мечей, например, нуждается в кардинальных переменах. Иногда он нуждается, допустим, в уколах даже, потому что меч, он колет, понимаете, вот и в этом здесь суть. Вообще, бывает такое, что по тузу мечей железное здоровье, абсолютно железное, такое же железное, как меч, который здесь в камне торчит. Но с другой стороны, иногда, вот я говорю, бывает, что человеку прям нужны уколы. Все зависит от того, как вы себя чувствуете. То есть, если вы себя чувствуете сейчас хорошо, и вдруг решили спросить, а есть ли у меня там чего-то в здоровье не так, вот я, может, себя не ощущаю, да, на самом деле эта карта говорит о том, что ничего у вас нет. И что чаще всего человек абсолютно энергичен, здоров, у него много жизненной силы, энергии. Но если вам плохо, вот, допустим, вам плохо, вы спрашиваете, а что у меня со здоровьем? Конечно, это уже неблагоприятная карта в этом плане, да. Бывает, там человек переохладился, простыл, заболел, инфекции, бронхиты или там колющая боль, как язва желудка. И, естественно, нужно уже уколы. Вот только если вы себя как-то вот не так чувствуете, понимаете? Если чувствуете хорошо, ну давайте смотреть дальше. И хоть как вы себя чувствуете, хорошо ли, плохо ли, да? Следующий вопрос расклада у нас. Кстати, он же идет вот так, да, у нас расклад наоборот. Он у нас вот такой вот интересный. Он даже вот, смотрите, вот даже первая карта вот сюда кладется, вот сюда. Потом вторая сюда, третья сюда, четвертая сюда и нижняя вот так. Вот, все. Хорошо. Что положительно повлияет или может повлиять на ваше здоровье? Давайте посмотрим. Что положительно именно влияет. И это десятка пентаклей. Вот смотрите, вот неважно, хорошо вы себя чувствуете, плохо себя чувствуете. Если вы будете сидеть дома, если вы будете больше находиться в помещении, чем на улице, проводить время с семьей и спокойны будете, успокоитесь, то здоровье у вас будет отменное. То есть это положительно повлияет на ваше здоровье. Вот это не та история, где человеку надо скакать, прыгать, заниматься спортом, надрывать спину или еще что-то. Тут вот бывают разные люди. Кому-то нужно, наоборот, успокоиться, прийти в себя, посидеть дома. Тогда его здоровье придет тоже в норму. Если же вы, допустим, и так все время сидите дома, да, карта может просто показывать, что вам нужен психический покой, дружественная атмосфера, особенно с родственниками. То есть, мол, дружить с людьми, с родственниками, да, там, и сразу же и здоровье, конечно же, из-за этого улучшается, то есть из-за благоприятного эмоционального климата. Вот у кого как здесь тоже, да, но в любом случае больше всего это проигрывается «сиди дома». Сиди дома, и тогда твое здоровье будет нормальным. Особенно если вы привыкли, знаете, много вот перерабатывать, скакать куда-то, бегать. Хорошо. Отрицательные факторы. Что может отрицательно повлиять на ваше здоровье? Башня. Башня. Разрушение. Любые разрушительные вещи. Алкоголь, наркотики. Гнев, скандал, ссора, драка. Вообще человек себя не блюдет, то есть постоянно во все тяжкие опускается, подвергается различным страстям. Но особенно это, конечно, гнев, ругань и различные виды зависимостей. Башня – это разрушение. Если вы вот напрямую начнете разрушать себя, действовать против себя, изменять своим каким-то, может быть, даже привычкам по здоровому образу жизни, тогда, конечно же, карта показывает, что ваше здоровье пойдет тоже куда-то ко дну. То есть разрушать будешь, оно и разрушится. Об этом карта говорит. То есть когда человек кардинально действует против себя. Так, должны ли вы что-то изменить в своем образе жизни, вообще в своем подходе к здоровью? Давайте посмотрим. Вышла карта «Пятерка пентаклей».
Но здесь у нас идет момент немножко другой, чем в стандартной колоде Таро. Здесь у нас фотография, да, фотографирует звезду нашу. Фотосессион идет. И я думаю, что эта карта, она подтверждает сильно, может быть, не менять, а может быть, больше любить себя. Вот вы знаете, бывает такое, что человек, ну, как-то себя не очень любит. Там, допустим, не балует, не украшает. Вот если вы будете себя баловать больше, украшать, любить, холить, лелеять, и опять же, спокойная какая-то обстановка нужна, больше менять ничего как бы и не стоит. То есть нет такого, чтобы вы прям что-то нарушали действительно. Хорошо, как вы будете себя чувствовать, если все-таки будете делать что-то для своего здоровья, ну там, да, дома сидеть, успокаиваться, вкладывать в себя, украшать себя, любить себя? Что это будет? Какие, так скажем, улучшения? 5 жезлов, организм больше будет бороться. Вот вы подвержены, скорее всего, каким-то все-таки простудным инфекциям. И карты здесь говорят о том, что ваш иммунитет будет гораздо лучше, если вы больше будете находиться все-таки дома и любить себя, да, себе какие-то вещи хорошие покупать, плюс там витамины для здоровья, там, да, то есть что-то вот какие-то, может быть, БАДы или улучшать питание. Любить себя — это значит улучшать питание, да, и, соответственно, получается так, что ваше здоровье будет именно с крепким иммунитетом. 5 жезлов — это борьба организма, борьба иммунитета за то, чтобы его не атаковали там, да, инфекции какие-нибудь. Поэтому вот здесь ваша работа приведет к улучшению иммунной системы. Ну, вот такой ответ дали карты по первой позиции, да. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Итак, теперь обсуждаем здесь здоровье. Если вы выбрали вторую карту, как ваше здоровье там, да, сейчас, на сегодняшний день. И вот такой у нас белый агат интересный. Очень красивый, хоть и маленький. Давайте смотреть. Первая карта, и как раз-таки диагностика. Каково ваше текущее состояние здоровья. Состояние может быть как физическое, так и психическое. Да? 6 мечей. Ну, вы знаете, 6 мечей — это выплыть. Вот выплыть куда-то. И, соответственно, она может говорить о том, что вы выплываете из кризиса по здоровью сейчас. И у вас идет момент некой реабилитации. Вот, поэтому бывает такое, что, значит, человек перенес что-то. Например, перенес инфекции какие-то непонятные. Или перенес удары по организму, да, там депрессии перенес, может быть, тоже ударяет по организму конкретно. Нервное потрясение перенес, и сейчас выходит из этого, уходит от таких вот негативных вещей. Конечно, эта карта связана с исцелением, процессом исцеления. И иногда перемена места, то есть путешествие, переезд тоже влияет на процесс исцеления. Поэтому если вы там, допустим, в путешествии или в момент того, что вы только переехали или переезжаете, знаете, что это влияет лучшим образом на ваше здоровье. Хорошо. То есть сама по себе вот карта в контексте любой ситуации негативной говорит о том, что вы выплываете куда-то, да, вот в лучшую сторону. Из кризиса выплываете. А вот если вы и не страдали ничем, о чем может говорить 6 мечей? Конечно же, о том, что вы несколько пассивны, апатичны, может быть, даже чуть-чуть депрессивны. И, соответственно, это будет влиять в сторону того, что ослабляется чуть-чуть иммунитет, да, слабеет организм. Хорошо, давайте посмотрим, как вы можете положительно влиять на ваше здоровье, что вообще положительно влияет на ваше здоровье сейчас. Значит, тут у нас есть карта колесница. Колесница показывает, что любые путешествия, переезды, смена экологической обстановки влияет, естественно, на ваше здоровье в положительном ключе. Особенно поездки, особенно курорты, особенно теплые, может быть, какие-то даже страны. Или страны, там, города с хорошим, мягким, приятным климатом. Может быть, вам стоит посетить
места, где не так холодно. Или, ну, допустим, даже если холодно, то самому человеку очень приятно вот находиться в этом месте, чтобы поднять свой дух, чтобы бороться, чтобы научиться бороться. Вот. Поэтому я вам так скажу, что сама по себе эта карта колесница, она такая бодренькая. Если человек активный, бодрый, если он бегает, если он много ходит, ведет здоровый такой физический образ жизни. Вот если в прошлом раскладе положительно влияло пассивное состояние человека, сидение дома, да, то здесь положительным, наоборот, является подвижность человека, не только разъезды и путешествия, а еще и бегать, там, спортом заниматься, это тоже все входит в колесницу. А еще велосипед. Если, допустим, вы не зимой смотрите, но иногда зимой тоже люди на велосипеде ездят. Все зависит от вашего климата, да. Ну, по крайней мере, вы знаете, что подвижность, велосипед, тренажеры, все будет положительно влиять на ваше здоровье, только положительно. Что отрицательно влияет на ваше здоровье? Давайте посмотрим. Десятка мечей. Ну, во-первых, десятка мечей – это состояние безнадёги. То есть, если вы себе начинаете накручивать, говорить, что вы в безнадежном состоянии, у вас прям могут страхи появляться какие-то, там паники, кошмары по ночам. Естественно, это, ну, не очень приятно влияет на ваше здоровье, да. Также состояние вообще внутреннего отчаяния по каким-то вопросам жизненным будет негативно сказываться на вашем здоровье. Ну и десятка мечей, иногда это гробить себя, как говорят. Вот гробит человек себя. Ну, то есть ведет совершенно неправильный по здоровью образ жизни. Курит, пьет там, вот это все. Ничего он не бегает, а наоборот, дома только лежит перед компьютером и так далее. То есть перед телевизором там. Ну, ничего не хочет. Вот. Десятка мечей – это такое, может быть, совершенно неподвижное состояние. Ну, тогда, конечно, это будет негативно влиять. А еще мечи – это холод. Вот вообще сам по себе мороз показывает. Если вы на мороз будете раздетыми выходить или много общаться с инфицированными людьми, это тоже негативно скажется на вашем здоровье. То есть вот основное такое. Хорошо. Следующий вопрос. Что вы можете сделать? Что-то, должны ли вы что-то изменить? Повешенный. Повешенный говорит о том, что вы не можете сильно что-то изменить. Вам дан совет двигаться, ездить, посещать хорошие климатические места и вообще быть подвижным там в образ жизни, фитнес-зал может быть, или там пробежки, длительная ходьба, велосипед. Это да, это вот вам дан такой совет. А больше вы как будто бы не особо что-то можете изменить. Это вообще не в ваших силах. Вы делаете, возможно, максимально. И, скорее всего, повешенный означает, должен ли я что-то изменить? Нет, но я могу посмотреть на ситуацию под другим углом. Вот, кстати, повешенный может часто показывать состояние аскезы. Когда ты на диете или вот спортом занимаешься, это тоже аскеза. Умение медитировать и умение вообще принимать какой-то опыт, то есть философски смотреть на здоровье, а не так, как вы иногда смотрите, что ну все пропало, все, конец фильма. Вот, то есть не все же так смотрят. Кто-то с оптимизмом или кто-то просто иначе на это смотрит, что вот это мой опыт. То есть это тоже вот надо, ну, вам немножечко учесть. Как вы себя будете чувствовать, если что-то сделаете для своего здоровья хорошее? Восьмерка пентаклей. Вы будете более работоспособны и больше притягивать хорошую работу, хорошие деньги, хорошие контракты. Вот. Ваш уровень благосостояния повысится, потому что повысится уровень энергии и работоспособности, если вы что-то будете делать положительное для своего здоровья. Вообще вы будете такая хорошая рабочая лошадка. Если вы считаете себя уже хорошей рабочей лошадкой, знаете, что по шестерке мечей вы выдыхаетесь. И если вы что-то положительное сделаете для своего здоровья, начнете там бегать по утрам, естественно, это добавит вам энергии, и вы уже не будете себя ощущать человеком, который выдыхается.
А наоборот, это будет человек, который много чего молодец сделал, да, и хорошо поработал, и заработал, и поднял свой уровень. Ну, вот такой ответ дали карты по второй позиции. Идем с вами к позиции номер 3. Третья позиция у нас такой вот красный агат, интересный, мне нравится очень. Тут еще такие прикольные морские пузыри. Не знаю, что откуда они тут взялись, но на агатах почему-то часто такие штуки бывают. И полоски, что самое главное, отличает агат от других любых камней, да? Вот такие интересные полоски. Хотя вот сегодня я много камней купила, вам сказала, да, что 15 камней купила. И вот тоже есть камень, у которого есть полоски. Видите? Это камень арагонит. Но у агата полоски совсем другие, видите? Интересно, да? Хорошо, ладно, я тут про камни опять. Каково ваше текущее состояние здоровья? Диагностику сначала смотрим. Вы эту карту сами выбрали. Двойка жезлов. Ну, что могу здесь сказать, да? Вообще двойка жезлов означает парные органы, на которые намекает карта. И, соответственно, здесь нужно легкие, почки, яичники, уши, глаза проверять, потому что это самое такое, что у вас находится под некоторым ударом, так скажем, да, в минусе. И, ну, один из парных органов, не все. У кого-то ушки болят, у кого-то почки не очень, у кого-то, там, не знаю, легкие не очень, да. У кого-то яичники не очень. Но само по себе карта показывает упадок сил, апатию, нехватку жизненной энергии или вообще депрессию. Вот как выгорание какое-то. И, скорее всего, это именно по парным органам бьет. Ну, то есть человек депрессивный, он себя как будто бы, допустим, душит, бывает. Тогда у него легкие начинают как-то не очень работать. Человек, который депрессией страдает по поводу любви, яичники сразу, да, или там у мужчин другие половые парные органы. Значит, если человек позор испытал, почки, да, то есть это психосоматика такая. Или это просто нервы, вот, то есть не обязательно это парные органы, может нервы быть. По поводу глаз я не хочу этого всего видеть, тогда зрение падает, да. И по поводу ушей, отиты, я не хочу этого ничего слышать, то есть вас кто-то достает. Но вот именно идет не то, что это вот острое заболевание этих органов, а хроническое, какое-то вот такое упадническое, именно по поводу вашего внутреннего состояния психологического, то есть чистая психосоматика и вот как упадок сил, да, из-за этого. Так, как вы можете положительно повлиять на ваше здоровье? Десятка кубков. Наладить семейную жизнь, общение с детьми и родственниками, а также любимым человеком, или завести любимого человека, или улучшить с ним отношения, или завести такого, который не будет трепать нервы, да, и вгонять в депрессию. Не так просто, не так это просто, как звучит, да. Потом, значит, десятка кубков. Больше сидеть дома, а не бегать по улицам. Вот спорт это, наверное, все-таки не совсем для вас. Может укреплять прогулка, тихая прогулка ваше здоровье. Дышит ли человек свежим воздухом, проветривает дом часто. Но чаще всего нужен такому человеку покой, а не скакание где-то, да, скачки по спортзалу. Это не для вас. Танцы тоже не для вас, а вот именно, ну хотя здесь, да, может быть такое, как парные танцы выглядеть, но ну, это только в частном случае. Но тогда вы же понимаете, что они должны быть не быстрые и рвущие движения, а медленные какие-то тогда, как вальс. Вот. Поэтому здесь будьте аккуратней. Больше всего эта карта показывает именно сидение дома, нахождение в своей какой-то домашней деревенской, может даже загородной обстановке, да, спокойной. И, ну, если уж из физических, такие медленные прогулки.
Вот это полезно для здоровья. Что отрицательно повлияет на ваше здоровье? Шут, совершение каких-то глупостей, риск, неоправданный риск. Ну, когда человек то выбежал без куртки, это неоправданный риск, сделал резкое движение какое-то, там, да, себе защемил остеохондроз. Потом, кстати, из парных органов еще руки и ноги могут быть, да, вот я тоже сразу же сообразила. Не только уши, глаза, еще руки и ноги там. Вот. Что еще шут? Вести себя как дурак, да? То есть вести себя как-то глупо. То есть бывает такое, что человек сам себе делает по здоровью удар из-за своих собственных глупостей. Вот. Ну, допустим, знает, что его, там, не знаю, друзья болеют гриппом. Зачем ты туда идешь? Или, ну, допустим, знает, что нельзя эти химикаты на руки лить без перчаток. Зачем ты льешь, да? И вот, знаете, вот как неосторожность какая-то. Человек может совершить неосторожность. Или вы знаете, есть люди с непривычки идут в спортзал, потом у них вообще все болит. Не только там 2 дня, а неделю болит там. Или вообще себе что-нибудь свернул человек. То есть вот вам надо как-то вот аккуратней. То есть неаккуратное обращение с собой вредит вашему здоровью. Что вам нужно изменить, как действовать? Давайте посмотрим. 4 пентаклей. Ну, эта карта показывает, что сильно менять ничего не надо, а скорее убрать свою апатию, депрессию, хватание за старое и вот эту психосоматику, да, что... Ну, вот вы как-то погрузились в какие-то свои переживания, проблемы. Вы не веселый человек, вы постоянно грустите, вы постоянно, ну, вот как будто бы находитесь в состоянии грусть, нет, печали, вот не знаю, как это объяснить. Сейчас скажу, сейчас соображу. Вы человек замкнутый, и, соответственно, вам нужно больше общаться и веселиться, да? Но веселиться без резких телодвижений и без дурацких приключений, там, где много там могут выпить или еще что-то. То есть вам нужно научить себя больше радовать, да? Научиться, может быть, покупать себе приятные вещи. Сходите в кафе, возьмите кофе и булочку. Попробуйте вот так поступить. И даже если вы будете в одиночестве, поверьте, это вам добавит настроение, потому что вы будете сидеть, смотреть в окно на других людей и просто проводить время вот как-то для себя. Можно книгу взять туда. Вот попробуйте как-то вот, не знаю, там... сделать для себя какие-то маленькие радости, что ли. Потому что вот вы человек безрадостный, погруженный в какие-то свои внутренние комплексы и переживания. Хватайтесь за старое. Вот так могу сказать. Хорошо, давайте посмотрим, если вы возьметесь за себя, начнете себя радовать, будете в спокойной обстановке, дружить с людьми и родственниками. Вот как изменится ваше состояние здоровья в лучшую сторону? 2 пентаклей, видите, уже такой более, хоть и 2, да, опять же мы смотрим, что тут все-таки играет роль парные органы, но все-таки больше приходите в равновесие и укрепляете свое здоровье. Это более радостный человек, веселый, вы будете более веселый человек, и ваше здоровье начнет налаживаться. Вообще 2 пентаклей редко бывает очень больным человеком по сравнению с 2 жезлов. 2 жезлов — это такой вечный апатичный хроник, который живет там на бейсболах или еще на чем-нибудь. А 2 пентаклей — это такой живчик совершенно иной. У него прилив сил, энергии, он исцеляется от депрессии, он бодрый, он такой веселый. И у него есть равновесие, у него есть, ну, как будто бы ремиссия даже каких-то хронических заболеваний. Поэтому, да, вы можете свое здоровье обогатить и улучшить, если будете просто больше радоваться жизни. Потому что сейчас жизнь, она вас как будто бы и не совсем-то и радует. Ну, мол, не радует тебя жизнь, скажет Вселенная, ну, тогда и зачем тебе здоровье, да? Вот попробуйте как-то на этой логике выехать уже в другую сторону. Ну, вот такой ответ дали карты сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.